Недавно прошла прямая трансляция «Навстречу шторму». В ней продюсер World of Tanks Михаил Живец дал ответы на множество популярных у игроков вопросов. Например, когда хавок или что такое реалистичное движение танка. Мы выбрали из разговора самое интересное и важное. Итак, что же такое хавок и когда он будет в игре? Хавок — это физический движок для корректного обсчета физического поведения объектов. Его будут использовать на клиенте в первую очередь для красивого отображения разрушений зданий. Они будут разламываться на куски, которые потом разлетятся в разные стороны строго по законам физики. Для расчетов хавок будет использовать отдельный поток, так что у владельцев многоядерных процессоров есть повод для радости. Эту красоту можно будет выключить в настройках клиента, и все станет выглядеть так же, как и сейчас. Пока что трудно назвать обновление, которое введет хавок в игру. Сама технология уже готова, но под нее переделывается контент, здания, объекты и так далее. Это большая работа, и она займет еще какое-то время. Будет ли многоядерность? Если да, то когда? Правда ли, что она даст невероятное улучшение производительности? Сейчас ведутся работы над выделением некоторых клиентских и графических расчетов в отдельные потоки. Для этого приходится серьезно модифицировать большие куски клиента. Работы много, ведется она достаточно давно и в ближайшее время закончена не будет. Не стоит ждать, что многоядерность решит абсолютно все проблемы с производительностью. Хотя в некоторых случаях она может увеличиться на десятки процентов. Например, когда система ограничена мощностью процессора. Будет ли перевод FV4202 в премиум-танки? Да, машина будет переведена в премиум-танки. Сроки перевода пока не оговариваются. И еще неизвестно, будут ли при переводе дарить FV4202 игрокам. Когда введут новую физику движения танка? И в чем будет разница по сравнению со старой? Основное отличие — физика станет более реалистичной. Теперь танки двигаются как танки. Появилось понятие контролируемого заноса. То есть можно повернуть плавно, как сейчас, или сделать быстрый полицейский разворот, но потерять при этом скорость. Качание танков при старте остановки перекочевали с клиента на сервер, и теперь можно выстрелить выше или ниже вертикальных углов наводки. Для этого надо газануть или резко затормозить. Подвеска заметно лучше отрабатывает мелкие элементы рельефа, такие как рельсы и мелкие камни. Танки стали намного реже застревать. Сейчас основные усилия направлены на то, чтобы сделать все это играбельным. Чтобы реалистичность процесса не мешала игре, а наоборот добавляла интересные возможности. По срокам КТТС. Но можно сказать, что основной вал работы уже сделан. Сейчас активно идет тестирование, правка багов и настройка нюансов. Было сказано про отдельные HD и SD клиенты. SD-текстуры — это HD-текстуры, уменьшенные в разрешении по каждой из сторон в 2 раза. Начиная с версии 9.3, по умолчанию в клиенте стоят текстуры в SD-качестве. Причина такого решения — разницу между HD и SD-текстурами можно заметить только с очень близкого расстояния. По сути, HD-качество текстур оказалось избыточным. Игроки, для которых эта разница принципиальна, смогут скачать и установить себе отдельный пак HD-текстур. Разделение HD-SD пока что будет только для танков, у которых есть модели в улучшенном качестве. Но в будущем планируется выпускать в улучшенном качестве также и объекты окружения, здания и тому подобное. Тогда для них тоже станет действовать разделение на HD-SD текстуры. Будут перерабатываться умения экипажа. Разработчики хотят сделать их конкурентоспособными, чтобы приходилось делать тяжелый выбор, что изучать в первую очередь. 6-е чувство уберут. Лампочка станет доступна для всех, и ее не потребуется изучать как отдельное умение. Оно сразу будет у радиста. Появится возможность переучивания экипажа с одной специальности на другую. Страдания от того, что в казарме много прокачанных, но бесполезных радистов, будет меньше. Также Михаил рассказал о других будущих изменениях — ночных боях, работе со звуком, штурм-тигре и многобашенности. Если хотите услышать все из первых уст, то смотрите запись трансляции «Навстречу шторму». А на этом все. Удачи на полях сражений!